Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Обеспечение продовольственной безопасности страны – один из главных вопросов сегодняшнего дня. В республике планируется построить всероссийское резервное хранилище семян растений. Что для этого необходимо сделать, какие культуры и сколько будут храниться у нас – гость студии Борис Кершенгольц, вице-президент Академии наук Республики, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны. Борис Моисеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для чего создается всероссийское хранилище семян? Почему именно у нас? Ну, во-первых, я сразу хочу подчеркнуть, что речь идет именно о резервном криохранилище семян в структуре Национального центра генетических ресурсов растений, который как раз создается в связи с указом президента Российской Федерации, которое вышло совсем недавно, буквально 8 февраля 2022 года. То есть речь идет о том, что в структуре этого центра, а головным является как раз Институт генетических ресурсов растений имени Вавилова, основной офис которого находится в Санкт-Петербурге, а в Якутске будет создан филиал этого института, значит, в структуре которого и будет создано это резервное криохранилище. Значит, для чего создается? В указе президента России совершенно четко сказано, что на территории России должно быть создано резервное хранилище «Криобанк» семян ценных образцов генетических ресурсов растений на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Следует отметить, что поскольку этот объект создается на достаточно большой глубине в наших мерзлотных породах, то там защищенность от любых катаклизмов на дневной поверхности совершенная. И поскольку это криохранилище функционирует за счет природного холода, то оно не требует совершенно затрат электроэнергии, является автономным, то есть это самый надежный способ хранения семенного материала для обеспечения продовольственной безопасности. Значит, почему у нас? По двум причинам. Потому что Якутия, центральная Якутия особенно, на сегодня является, значит, мерзлота у нас в центральной Якутии является наиболее устойчивой, даже несмотря на изменение климата. И ее температуры наиболее низкие вообще, если сравнивать с другими регионами планеты. И кроме того, значит, обеспечение создания необходимых нужных отрицательных температур происходит еще за счет запасания так называемого зимнего холода. Эта технология была разработана нашими коллегами в Институте мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, и она уже опробирована и используется как раз в наших условиях. Вот по этим причинам и было принято решение о создании резервного криохранилища семян именно у нас в Центральной Якутии. А когда планируется открыть резервное хранилище и что для этого нужно сделать? Ну, мы надеемся, что в современных, скажем так, политико-экономических условиях, которые сложились в России, проект по созданию этого резервного криохранилища будет реализован достаточно быстро, потому что на самом деле еще в 2012 году была запущена первая очередь подобного хранилища, как опытно-экспериментальное, на 100 тысяч образцов хранения, образцов семян. Значит, кроме того, в 2014 году было разработано финансово-экономическое обоснование строительства уже миллионника на 1 миллион образцов семян. Стоимость этого проекта по ценам 2014 года была где-то 530 миллионов. Ну, в современных ценах это примерно около 1,5 миллиарда рублей. Была уже определена площадка с наиболее устойчивыми мерзлотными породами. Мы надеемся, что это будет достаточно быстро. А какие культуры и откуда будут доставлены в хранилище? Первая партия семян на самом деле из резервной коллекции, дублетной коллекции ВИРа была заложена еще в конце 70-х годов прошлого века. На сегодня она составляет чуть более 11 тысяч образцов семян,
И вот эта первая партия семян, она как раз хранится уже более 40 лет вот в том хранилище, которое, как я сказал, было создано в 2012 году. До этого эти семена хранились в подземной лаборатории Института мерзлотоведения. Это первая часть. Вторая часть, значит, это семена наших северных якутских видов, сортов сельскохозяйственных растений. Эту часть обеспечивают сотрудники Института сельского хозяйства нашего. Значит, кроме того, в последние годы, в последние где-то лет 8, значительное число образцов семян нам предоставили наши коллеги из сельскохозяйственных биологических институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук, Сибирского отделения, ну вот из регионов Дальнего Востока и Сибири. Значит, когда вот следующая очередь, вторая очередь, миллионник будут построены, то дальше уже какие образцы семян сюда перемещать на резервное хранение, это будет определять как раз Институт генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова. Борис Моисеевич, а расскажите об истории нашего криохранилища. В конце 70-х годов, как я уже сказал, сюда была переведена большая партия из дублетной коллекции ВИРа как раз для проверки вот этой технологии долговременного хранения семян в условиях вечной мерзлоты. Поскольку долговременное хранение подразумевает хранение не менее 25-30 лет, то, значит, первые партии семян, которые изымались для проверки, значит, это как раз пришлось на середину нулевых годов уже нашего 21 века. Значит, отцами-основателями, скажем так, этого проекта была, значит, великолепная когорта наших якутских ученых. Это Василий Николаевич Дахунаев, Василий Гаврилович Алексеев, Борис Иванович Иванов, Никита Гаврилович Соломонов. Вот это, значит, первый этап с конца 70-х до начала нулевых годов уже нашего века. Значит, первые партии для проверки сохранности посевных качеств, физиологических, генетических, были предприняты как раз в середине нулевых годов. Значит, и было показано, что, вот считайте, значит, на то время, это уже более 25 лет хранения, все качества семян, заложенных в конце 70-х годов, они сохранились на 85-90%. То есть это посевные качества, это физиологические свойства, и что может быть не менее важно, это генетические свойства. То есть было доказано, что при хранении в этих именно условиях, в отличие от искусственного охлаждения, долговременное хранение семян позволяет полностью сохранить весь комплекс свойств. Значит, надо сказать, что российские ученые, как и советский народ, же доверчивый. Поэтому вот эти первые результаты мы уже стали публиковать непосредственно в середине нулевых годов. И, по-видимому, вот эта информация, которую мы докладывали на международных конгрессах, в международных публикациях в зарубежных журналах, она послужила основанием организации в 2006-2008 году уже Всемирного хранилища семян растений. Это на Шпицбергене в Норвегии. Но на сегодня это мировое хранилище семян на Шпицбергене испытывает большие проблемы. Во-первых, там мерзлота намного более теплая, будем говорить, то есть близкая к нулю температуры. Во-вторых, там невозможно запасать зимние температуры для создания необходимых температур хранения. Это, значит, не выше минус 8, минус 10 градусов. Поэтому там используется дополнительное охлаждение, которое, значит, за счет электроэнергии, производимой там же на Шпицбергене, мы знаем, что там большие залежи угля, так вот там была построена электростанция, которая работает на этом угле для того, чтобы обеспечить хоть какие-то температуры, необходимые для хранения там. И тем не менее, в последние годы, в конце лета, в начале осени, там наблюдаются протечки. То есть в этом отношении наше криохранилище, оно вообще, говоря, уникальное, поскольку оно совершенно не нуждается в дополнительном рефрижераторном искусственном
охлаждения. Значит, ну вот по результатам вот этих работ, как я уже сказал, с середины нулевых годов было принято решение о строительстве первой очереди криохранилища на 100 тысяч образцов, причем этот проект был реализован, ну, за, я бы сказал, очень небольшие деньги, то есть республика, значит, профинансировала на 5 миллионов 300 тысяч рублей, Сибирское отделение Российской Академии вложило такую же сумму, и значит, за счет этих средств была восстановлена одна из шахт Института мерлотоведения, и вот туда как раз были переведены все те образцы семян, которые хранились до этого в подземной шахте Института мерлотоведения. Значит, мы продолжаем периодически наблюдение за сохранностью, за состоянием этих семян. Последние пробы были взяты буквально вот уже в январе-феврале этого года, и было показано, что теперь уже 40 с лишним лет хранения семена, тем не менее, полностью сохраняют все свои свойства. А сколько семян сегодня хранится в Институте мерзлотоведения и каковы возможности хранилища? Это где-то чуть более 11 тысяч образцов еще той самой первой коллекции Вировской. Значит, кроме того, это несколько тысяч образцов семян, которые предоставили наши коллеги Института сельского хозяйства, наши коллеги с Дальнего Востока и Сибири. В общей сложности на сегодня это где-то около 14 тысяч образцов семян. Значит, мощности вот этой вот первой очереди до 100 тысяч образцов, то есть мы еще далеко не заполнили это хранилище. Ну и вторая очередь, которая будет создана в соответствии с указом президента России, я уже сказал, до 1 миллиона образцов. А когда будут использоваться сохраненные семена? Значит, здесь можно ответить неоднозначно. Значит, во-первых, что касается семян сортов сельскохозяйственных видов культур для обеспечения продовольственной безопасности, значит, это, во-первых, для ускорения и развития всей селекционной работы. Во-вторых, значит, как указано, опять же, в указе президента, что это на случай различного рода чрезвычайных ситуаций. Скажем, значит, вот можно привести такой пример. Значит, в результате военных действий в Сирии была почти полностью утрачена одна из самых старейших коллекций семян растений, которая была в Дамаске на искусственном охлаждении. Благодаря тому, что резервная коллекция семян хранилась как раз вот в мировом хранилище семян на Шпицбергене, удалось буквально за несколько лет эту коллекцию восстановить. То есть уникальные сорта не были потеряны. Здесь надо еще подчеркнуть еще один аспект, отличительный аспект именно нашего резервного криохранилища. Кроме семян сельскохозяйственных культур, значит, здесь уже на сегодня хранятся семена дикоросов. Это редкие исчезающие виды растений для их последующей реинтродукции в природную среду. Далее, это семена тех видов растений, дикоросов, которые необходимы для проведения рекультивационных работ. То есть в результате действия, скажем, горнодобывающей промышленности нарушается растительность естественных ландшафтов, ее надо восстанавливать. Вот эти семена можно будет использовать для этих работ. Ну и, наконец, к сожалению, все мы знаем, что в последние годы, в том числе у нас в республике, в летний период довольно такие масштабные лесные пожары. Значит, благодаря тому, что еще где-то более 10 лет назад в криохранилище были заложены семена и древесных растений, то еще одна функция – это использование для восстановления, значит, лесных массивов после пожарищ, будем говорить, после пожарищ. То есть это обеспечение не только продовольственной, но и экологической безопасности в целом Российской Федерации. Борис Моисеевич, спасибо за интересную беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.